В общественной приемной главы Республики Коми состоялась прямая линия. О том, какие документы можно восстановить через многофункциональный центр, рассказала руководитель территориального отдела Ирина Попова. Потеря документов – всегда неприятная ситуация, которая может вызвать много хлопот и даже стресс. Однако не стоит отчаиваться, ведь восстановление важных бумаг возможно через многофункциональный центр «Мои документы». Обращение через МФЦ требует определенных процедур и оформления заявлений. Важно помнить, что этот процесс займет определенное время, поэтому рекомендуется обращаться в МФЦ как можно раньше после обнаружения потери документов. Один из документов – это СНИЛС. Что такое СНИЛС? Это номер, который выдается один раз, он навсегда закрепляется за индивидуальным лицевым счетом и не меняется при утрате документов. Или, например, при смене фамилии, имени, отчества. Теперь вместо зеленой пластиковой карточки заявитель получает документ, который подтверждает регистрацию в системе индивидуального учета. В нем указывается ФИО, дата, место рождения, пол и сам СНИЛС. Для получения услуги необходимо предоставить паспорт и сообщить номер СНИЛСа. Его можно посмотреть в личном кабинете госуслуг. Следующий документ, который можно восстановить в МФЦ, это ИНН. Что такое ИНН? Это идентификационный номер налогоплательщика. Номер также выдается один раз, он навсегда закрепляется и не меняется. То есть при утрате документов, либо также при смене фамилии, имени, отчества, номер сохраняется за человеком. Для получения повторного свидетельства необходимо предоставить паспорт и документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или пребывания. Следующий документ – это документы на недвижимость. В МФЦ можно получить выписку из Единого государственного реестра на недвижимость. Или ЕГРН. Это документ, подтверждающий государственную регистрацию объекта недвижимости. Для получения услуги необходим также паспорт и сообщить либо кадастровый номер объекта, или адрес и площадь. Ну и здесь предусмотрена госпошлина. Также через органы МФЦ можно получить повторные свидетельства ЗАГСа о рождении детей, заключении или расторжении брака. Специалист напоминает, что при оформлении новых документов необходимо внимательно проверить все данные на достоверность. В случае обнаружения ошибок или несоответствий следует незамедлительно обратиться в организацию, выдавшую документ, для исправления. Записаться на прием специалистов можно через сайт или мобильное приложение «Мои документы» по телефону 8 800 282 12 или посетив лично по живой очереди. Расписание работы Интинского офиса: понедельник, среда, пятница с 9 до 18 часов, вторник с 12 до 18 часов, четверг с 13 до 20 часов, суббота с 10 до 12 дня, воскресенье – выходной.